Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, как мужчина упал замертво, пытаясь успеть на трамвай. Он бежал, странно нагнулся и упал головой об рельсу. Я как стоял, так и стою. Двух наркоторговок задержали на съемной квартире. Подозрение по сбыту наркотиков. В квартире были обнаружены 90 граммов. Полицейским про их подозрительную деятельность сообщила соседка. А также на предполагаемых участников ОПГ «Вторые горки» возбуждено еще одно уголовное дело. Где откройте? Я еще раз говорю, у нас есть постановление на обыск на вашу квартиру. За их плечами 25 тяжких и особо тяжких преступлений. Это и не только прямо сейчас. Хотел успеть на трамвай, но судьба распорядилась иначе. Мужчина умер, не дойдя до общественного транспорта на перекрестке улиц Айдарова и Ленинградская. Водитель общественного транспорта ждал, когда мужчина добежит до вагона, но он упал замертво в нескольких метрах прямо на трамвайных путях. Что могло стать причиной смерти, узнал Рамиль Шайдулин. Я вышел и позвонил в скорую. Я его сам не трогал. Приехавшим медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Для вагонвожатого случившееся было шоком. Он стоял на остановке общественного транспорта на перекрестке улиц Айдарова и Ленинградская. Собирался уже трогаться, когда заметил бегущего к нему мужчину. Решил его дождаться, но тот упал на рельсы, не добежав до трамвая несколько метров. Вот он там, где он сейчас лежит, он как-то странно... Он бежал, странно нагнулся и упал головой об рельсу. Я как стоял, так и стою. Сейчас уже судмедэкспертам предстоит установить причину смерти мужчины. Рамиль Шайдулин, Нафиса Минязова, Наиль Абдулин. Вызов 112. Крупная авария произошла на пересечении улиц Толстого и Горького. Сегодня днем там столкнулись Рено и Пежо. Вторая иномарка после удара вылетела с проезжей части и снесла светофор. Пешеходов машина не задела, однако без пострадавших не обошлось. Прибывшие на место медики оказали помощь водителю Пежо. От серьезных травм его уберегли сработавшие подушки безопасности. Kia Rio и Renault Duster не смогли поделить перекресток проспекта Ибрагимова и улицы Воровского. Один из водителей явно проехал на красный свет. Но вот кто именно? Участники аварии перекладывали вину друг на друга. Их мнение в репортаже Айгуль Батрудиновой. Меня как-то развернуло, что ли, я как самотеком вот сюда вот докатился. В ожидании автоинспекторов водитель Kia рассказал, что очень хотел домой. Жена как раз разогревала ужин, когда он подъезжал к пересечению проспекта Ибрагимова с улицы Воровского. Но в самом центре перекрестка его автомобиль протаранил Renault Duster. По Ибрагимову ехал, заканчивал движение, он в меня врезался. Мужчина утверждает, что завершал маневр, и его 40-летний стаж вождения подсказывал ему, что водитель внедорожника просто обязан был его пропустить. Но у второго участника аварии было совсем иное мнение. Никого не подрезал, выезжал по своему ряду, выехал прямо впереди. С этой стороны «Газель» просто была, не видел его. Все. А то, что он на красный цвет проехал, вы прям уверены или камера? Уверен, у меня есть свидетель даже. Но свидетели есть и у водителя Kia Rio, и кто в этой ситуации прав, теперь предстоит установить автоинспекторам. Айгуль Батрудинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, вызов 112. Двух женщин, наркокурьеров, задержали полицейские в Казани. Одной 28 лет, второй 32. Стражам порядка о незаконном бизнесе сообщила их соседка. Подробности преступной деятельности и задержания подозреваемых в репортаже Ленара Гинатуллина. Ну что задержим? Не знаю. Одна из задержанных делала вид, что не понимала, за что ее задержали. Ее подруга же во всем призналась сразу. Чем заниматься на территории Казани? Подозрение по сбыту наркотиков. В квартире были обнаружены 90 граммов. Вы одна по ним? Нет, с подругой. Экспертиза установила, что изъятое у двух женщин вещество – не что иное, как метилофедрон. Помимо наркотиков, стражи порядка обнаружили и приспособления для расфасовки зелья. Одной из задержанных 28 лет, другой 32. Обе приезжие из Воронежа и Ульяновска. Об их незаконном бизнесе на съемной квартире стражам порядка рассказала соседка. Уж очень ей не нравилось, что в одну из квартир ходят подозрительные для нее люди. Вот и сообщила, что там наркопритон. Попала в точку, потом благодарила полицейских, что избавили ее от такого соседства. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Статья предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы. Суда задержанные будут ждать под арестом, а полицейские напоминают, что обо всех фактах сбыта наркотиков можно сообщить в полицию по телефонам, указанным на экране. Ленар Гинатуллин, Нафиса Минязова, вызов 112.
В Советском районном суде огласили приговор 8 обвиняемым в сбытии синтетических наркотиков с помощью нелегального интернет-магазина. В зависимости от роли каждого их обвинили по статьям покушения на незаконный сбыт наркотиков, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и участие в преступном сообществе. По последней статье фигурантов дела оправдали. В итоге один из обвиняемых получил 11,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Туда же на 8,5 лет отправятся еще 6 подсудимых. Единственная девушка, которая на момент задержания была несовершеннолетней, получила 4 года и 10 месяцев условно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения промышленного альпиниста с высоты 4-го этажа. Он занимался герметизацией межпанельных швов 11-этажного жилого дома на улице Зорге. Во время проведения работ у него оборвался страховочный трос, и рабочий упал. В итоге пострадавший сломал позвоночник и был экстренно госпитализирован. Как выяснили следователи, его напарник, который должен был страховать его внизу, по неизвестной причине ушел. Также установлено, что альпинист не был официально трудоустроен в компании, проводившей обслуживание дома. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований безопасности при ведении строительных работ». Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. Во дворе жилого дома на улице Гагарина нашли гранату. С таким сообщением на единый телефон вызова экстренных служб 112 обратились подростки. Несколько часов место, где был найден предположительно боевой снаряд, было огорожено. Прибывшие на место саперы установили, что найденный объект вовсе не опасен. Это всего лишь атрибут игры в страйкбол. Подкинули оружие покойнику. В этом следствие подозревает 2 казанских полицейских. По их версии, в сентябре 2018 года руководство отдела полиции Горки поручило подчиненным отработать лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия. Установив одного из них, 30-летний начальник отделения узнал, что мужчина скончался неделю назад. В итоге, как установили следователи, он приобрел у неустановленных лиц самодельный револьвер и спрятал в квартире покойного под матрасом. Затем инициировал обыск, во время которого оружие было изъято. После этого дознаватель возбудил уголовное дело по факту незаконного оборота и изготовления огнестрельного оружия. При этом начальник отделения предложил ей провести дознание без должного исследования обстоятельств. Предполагаемый злоумышленник подыскал 3 местных жителей, давших показания о том, что они видели в квартире мужчины оружие. В итоге дознаватель на основании сфальсифицированных документов вынесла незаконное постановление о прекращении уголовного дела в связи со смертью подозреваемого. Причастность к совершению преступления полицейские не признали. Следствием собрана достаточно доказательственной базы, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. На предполагаемых участников организованной преступной группировки «Вторые горки» возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз их обвиняют в бандитизме. По версии полицейских, предполагаемые злоумышленники на протяжении 5 лет нападали на частных предпринимателей. Для достижения своих целей они использовали самые разные методы. Айрат Назипов расскажет подробности. Где откройте? Чего ты вдруг хочешь ко мне домой зайти вообще? Я еще раз говорю, у нас есть постановление на обыск на вашу квартиру. На счету предполагаемых членов преступной группы, по версии полицейских, в общей сложности 25 тяжких и особо тяжких преступлений. Причем жертвами, как правило, становились частные предприниматели. Один из таких эпизодов попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения. Разбойному нападению подвергся водитель. Ему заблокировали проезд во дворе и разбили автомобиль. Впрочем, в день задержания некоторые подозреваемые сами оказались в похожей ловушке. Как установили полицейские, в преступную группу входили 19 человек. 12 из них сейчас в СИЗО. Действовали они с марта 2014 года по февраль 2019. Для данной группы присущи следующие черты. Наличие лидера, тщательный подбор и распределение участников по возрастным группам, в каждой из которых также имелись лидеры из числа старших, назначение участников за каждым определенным видом преступления и деятельности, распределение ролей при совершении преступлений, наличие общака, который ежемесячно пополнялся за счет внесения участниками организованной группы. В зависимости от роли каждого задержанный подозревается в незаконном обороте наркотиков и оружия, краже, вымогательстве, грабеже, разбое, умышленном уничтожении имущества,
мошенничество, неправомерном завладении автомобилем, хулиганстве и угрозе убийством. Теперь в отношении 7 фигурантов возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз по статье «Бандитизм». Айрат Назипов, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.